Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день вместе с вами. Вероника Тамтосова на Якутия-24, НВК Саха. Что у нас интересно? У нас много всего замечательного. И прогноз погоды расскажем, и познакомим с удивительными людьми, даже с олимпийской чемпионкой. Расскажем, что почитать на досуге, научим кататься на коньках. Вот такие мы удивительные сегодня. Поговорим о том, откуда взялось слово «гвоздика», расскажем, чему можно порадоваться. Ну, конечно, какие важные даты и события сегодня. Подарим подарки за правильные ответы о играх «Дети Азии». Да, ведь они совсем скоро. Ну, а прямо сейчас я спешу вас познакомить о том, что же у нас за окном, чтобы подобрать гардероб удачно. Ну, не так, как выгляну в окно, одни уже в шортах бегают практически, а вторые еще шубы с унтами не сняли. Поэтому знакомимся. Итак, в центральных районах сегодня 23-31 градус ниже 0. В Заречной группе 15-28 градусов холода. В южных минус 23, минус 25. В Вилюйской группе минус 6, минус 10. В Нижнеленских минус 13, минус 15. В западных 5-17 градусов холода. В Колымо-Индигирской группе Улусов 17-32 ниже 0. В Янских минус 28, минус 36. На северо-западе 11-19 градусов холода. Как же хочется сказать, что скоро плюсовая температура, но, к сожалению, в 6 часов утра в городе Якутске 27 градусов холода. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем без осадков, ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем, прям весенняя уже температура, 6-8 градусов ниже 0. Совсем скоро будем говорить, что плюс. Ну, а самое время, конечно, провести замечательно выходные, вот покататься на коньках, скатиться с горки. Это все можно сделать прямо сейчас. Смотрите, какие удивительные уже весенние кадры. Светит солнышко, люди радуются, и все это только для вас. Поэтому пройдитесь пешком до работы, и настроение непременно будет удачным. Ну а прямо сейчас передаем слово нашей группе новостей, чтобы они вас познакомили, что же и произошло за минувшие сутки. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Сегодня, 19 марта, состоится церемония зажжения огня 8-х международных игр «Дети Азии». В Якутск уже прилетела официальная делегация для участия в церемонии. Это президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, а также представители команды «Легенды хоккея». Церемония традиционно пройдет у подножия Ленских столбов с соблюдением якутских традиций, отдавая дань уважения земле, где зародились игры. Хоккейный матч «Лига Мамонта» в рамках церемонии пройдет между командами «Легенды хоккея» и сборная Якутии. Полным ходом идет реализация крупного социально ориентированного проекта «Синергия Арктики». Благодаря ему к концу 2027 года все арктические районные центры республики будут подключены к высокоскоростному интернету. Проект подразумевает прокладку еще 7000 километров волоконно-оптического кабеля в экстремальных природно-климатических и географических условиях. Охват составит 86 арктических и труднодоступных населенных пунктов Якутии, в которых проживает более 72 тысяч человек. Основное то, что где приходит высокоскоростной интернет, первое – это люди дают возможность, еще раз говорю, общения, то есть получать те же виды торговли, то есть это отправка через интернет-магазины, то есть это любые товары, то есть необходимые именно, которые сейчас невозможно получить. Также возможность получать хорошее здоровье за счет телемедицины. Также человек может обучаться в онлайн. За 15 дней услугой предоплаченного питания от железных дорог Якутии воспользовались более 200 пассажиров. Услуга, стартовавшая 1 марта, приобретает популярность. На сегодня сервис доступен пока только по направлению Нижний Бестях-Благовещенск, который курсирует через день. Рацион питания пассажир может выбрать и оплатить перед отправлением на этапе покупки билета в любой вагон поезда. При покупке железнодорожного билета на сайте РЖД или в мобильном приложении о возможности выбора предоплаченного питания подсказывает специальная пиктограмма.
После обильных снегопадов дорожники Ленска приступили к чистке дорог. Компания «Техносервис» заключила двухгодичный контракт на обслуживание дорог по условиям нового документа. Объемы выполненных работ увеличились в разы. Благодаря районной администрации выделены и дополнительные средства. Сегодня ведется уборка дорожного полотна до микрорайона «Теплый стан». Вычищается дочисто проезжая часть, тротуары, перекрестки, пешеходные дорожки. Вывозится снег с обочин дорог. Предприятие проводит противогололедные работы. Ведь уже через 1 неделю, по прогнозам синоптиков, ожидается активное потепление. На данный момент сейчас вскрывается все до асфальта, убирается полностью обочины, тротуары. Весь снег складируется в кучу, и в дальнейшем начнем сейчас его вывозить. Потому что сейчас не за горами уже начнется оттайка, и все это начнет таять, превращаться ночью в лед, и будет, грубо говоря, опасная ситуация для автомобилистов и пешеходов в городе. Объемов в этом году, грубо говоря, раза в 2 побольше, чем в прошлом. В Якутском медицинском колледже стартовал региональный этап чемпионата профмастерства «Профессионалы». На базе колледжа с 18 по 29 марта пройдут соревнования по 7 компетенциям. Медицинский и социальный уход, помощник фельдшера малонаселенных пунктов, лабораторный медицинский анализ, стоматология ортопедическая, фармацевтика, эстетическая косметология, визаж и стилистика. Участниками станут студенты и школьники, которые искренне мечтают повысить свое мастерство и отточить навыки. Всего примут участие 70 конкурсантов, а их работы оценят 102 эксперта. Конкурсанты выполнят модули по своим компетенциям, по итогу которых определят лучшего участника соревнований. В этом году в стенах нашего колледжа мы организуем 7 компетенций и 3 выездные компетенции, которые выступают в других колледжах, медицинских колледжах нашей республики. Преподавателями нашего колледжа в этом году разработана новая компетенция «Помощник фельдшера малонаселенных пунктов». Здесь выступают у нас студенты, всего будет 5 студентов. Они будут представлять именно то есть профессию, компетенцию, которая оказывает помощь населению, где меньше 101 человека. Сейчас мы встречаем утро согласно времени нашего часового пояса. Ну как легко. Посмотрели на часы на руке, посмотрели на часы на стене. Наверняка у вас тоже где-то на видном месте висят. Ну а в руках у нас вообще маленький компьютер, который познакомит вас со временем в любой точке мира. А как было раньше? Представьте, каждая местность ориентировалась на свое время, то есть время согласно своему солнечному времени. И когда в Америке появились поезда, это была огромная проблема, потому что это вносило неразбериху в расписание движения поездов. Все опаздывали, не успевали, ориентировались именно на то время, которое было в их районе. И ровно 106 лет назад, 19 марта 1918 года, там были введены часовые пояса. Какие еще важные события были в этот день, узнаем прямо сейчас. На календаре 19 марта. Сегодня Всемирный день социальной работы, Международный день клиента, День моряка-подводника в России, День Арктики в Республике Саха, Якутия. По народному календарю – Константиновы круги. На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг вытаптывал именинник, мальчик по имени Константин. Этот день в истории. В 1474 году, 19 марта, в Венеции принят закон об охране авторских прав на изобретение. В 1899 году в этот день открыта первая в Петербурге станция скорой помощи. В 1906 году указом императора Николая II созданы подводные силы российского флота. 1918. В США принят акт о стандартном времени и утверждено деление на часовые пояса. 1922. В Москве на Шаболовке сдана в эксплуатацию радиопередающая башня. В этот день родились Александр Покрышкин, советский летчик-ас, первый трижды Герой Советского Союза. Лев Кулиджанов, советский и российский кинорежиссер, сценарист и педагог, народный артист СССР. Борис Штоколов, советский оперный певец, бас, народный артист СССР. Валерий Леонтьев, советский и российский эстрадный певец, актер, народный артист России. Надежда Бабкина, советская и российская народная эстрадная певица, народная артистка РСФСР. Егор Гайдар,
российский политический деятель и экономист. Нина Ананиашвили, советская и грузинская балерина, народная артистка России и Грузии. Именины сегодня отмечают Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор и Юлиан. Продолжаем делиться хорошим настроением. Итак, коренная родовая община имени Владимира Сидорова является самой отдаленной в Алданском районе. Она располагается за 1000 километров от Алдана. В настоящее время в стойбище проживает 14 человек. Со взрослыми хозяйства ведут и 3 детишек. Уклад общины строится в гармонии с природой, однако труд тайги легким не бывает. Зима миновала, а впереди весна, которая нередко выдается по-северному непредсказуемой. Достижениями, заботами и надеждами оленеводы поделились с нашими корреспондентами. Смотрим. За 1000 километров от Алдана в местности Чайдах пылает очаг коренной родовой общины Сидоровых. Сегодня в тайге проживают 5 семей, 11 взрослых и 3 ребятишек. Арсылане всего 7 месяцев. С мамой, папой и старшим братишкой она приехала в стойбище в сентябре. Тогда крохе едва исполнился месяц. Стараемся. Вот сын помогает постоянно, бабушки помогают. Иногда, муж, когда время есть, помогает. И с хозяйством, и с детьми. Успеваем как-то. Для старших членов семьи Нюргустан незаменимый помощник. Сейчас он здесь самый взрослый. Его старшая сестричка ходит во 2 класс и находится с дедушкой и бабушкой в селе Хатыстыр Белецкого и Венкийского национального наслега. Раннее детство неразрывно связано с тайгой у всех членов семьи. С измальства приобщаясь к делу предков, детишки растут сильными и выносливыми. Дети никогда не болеют. Вот у меня 13 внуков. У нас, 13 внуков, ага. Все они в тайге выросли. В объятиях тайги жизнь не бывает беззаботной. Сохранение ставшего привычным уклада требует от каждого члена общины непрерывной отдачи сил и стараний. Быт оленеводы полностью организуют собственными силами. Хлеб сами делаем, и получается, с утра у хозяйки начинается завтрак, обед, ужин, весь день с детьми. Шьем, камусы обделываем. Все нужное. Зима в этом году выдалась мягкой, лютых морозов не было. Не докучали и волки, стадо стояло хорошо. Между тем, труд людей, чьи судьбы неразрывно связаны с тайгой, сопряжен с огромным количеством сложностей. Оленей пасем. Вот, например, наши эти ездовые олени. Основная стадо стоит отсюда в 5 километрах вверх по речке. Иногда олени, уходят куда им попало. За оленями гоняемся дня 3-4. Обратно их гоняем сюда, на стойбище. Сами оленеводы говорят, что у них 2 дома. Один в селе, 2 в тайге. Единение с природой и следование ее законам для членов общины предпочтительнее жизни в цивилизации. В тайге уже привыкли. Я 85-го года здесь, как окончила ветеринарию в училище Терский. И сразу в тайгу так и живу до сих пор. Ветеринаром работаю, оленеводом иногда, рыбачу, охочусь. Коренная родовая община Сидоровых была образована в 1992 году. В Алданском районе она является одной из самых отдаленных. Путь в Хатыстыр на оленях займет порядка недели. За продуктами и предметами первой необходимости оленеводы выезжают примерно раз в 3 месяца. Вертолет год 1 раз может быть, когда выборы. А так она не летает. 1 раз летит, хотя там 500 килограмм или груз оттуда, и оттуда тоже обратно взяли. Сейчас невеста, сына, дети, они хотели туда, в поселок, они не берут. Воспользоваться авиатранспортом крайне проблематично, и вопросы доставки провизии и выезда в наслег оленеводам приходится решать только за счет собственных ресурсов. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район.
Удивительные люди населяют нашу республику, а мы переносимся в Сочи. Всемирный фестиваль молодежи – самое масштабное молодежное событие в мире, которое прошло по указу президента России Владимира Путина. Фестиваль принял 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров из более 180 стран мира в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни и многого другого. Удивительные люди участвовали в фестивале, и в том числе наши соотечественники. Итак, сегодня у нас в гостях участники фестиваля. Жирков Дмитрий, преподаватель филологического факультета СВФУ, амбассадор арт-кластера Таврида, и Жучкова Кристина, артистка филармонии Якутии имени Кривошапкина, первый заместитель председателя молодежного правительства республики. Ну, это такая серьезная должность уже. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Взаимно. Расскажите об истории фестиваля. Я знаю, что это давняя традиция, еще со времен СССР. Как это было, что изменилось, что стало настоящей традицией с тех времен? Позвольте, наверное, я начну. Идея о проведении Всемирного фестиваля молодежи возникла после разрушительной Второй мировой войны, как символ мира и дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания. Впервые фестиваль был проведен в 1947 году в Праге, и после этого фестиваль шествовал по всей планете, места его проведения всегда менялись. Впервые в нашей стране он был проведен в 1957 году в Москве. Специально для этого были проведены и организованы огромные масштабные мероприятия. И Москва до сих пор помнит о проведении этого фестиваля, потому что такие улицы, как проспект Мира, парк Дружба, улица Фестивальная, они были открыты специально для этого фестиваля. Наверное, сейчас многие задумывались, что они даже не думали, что фестивальное именно связано с этим событием. Да, совершенно верно. И тогда, между прочим, в рамках этого фестиваля впервые проводился конкурс юмористический, который впоследствии стал известен как КВН. Через 28 лет, в 1985 году, фестиваль снова вернулся в нашу страну, он был проведен снова в Москве. Третий раз он прошел в 2017 году в Сочи. И, наконец, через 7 лет история повторилась. Россия снова стала центром притяжения всего мира. И вот совершенно недавно Сочи собрал более 20 тысяч участников из 190 стран мира. Спасибо, что поправили. Да, и это большая честь принять участие в таком масштабном, воистину историческом событии. Ну, это настоящее историческое событие, столько участников. Ну, наверное, и отбор был очень серьезным. Как это было? Ну, вообще хочется отметить о том, что заявок вообще было подано 300 тысяч. Это с нашей России и также со всех стран мира, 190, как отметил Дмитрий. А от республики было подано около 800 заявок. Отбор как проходил? Он проходил по 3 этапам. Первый — это портфолио. Заполняете все ваши регалии, все достижения, все, где вы работаете, чем занимаетесь, чем увлекаетесь, какие проекты. И второй этап — это написание эссе по определенным тематикам. Это, допустим, традиционные ценности, развитие института семьи, потом патриотизм и так далее. И третий этап — это уже видеовизитка, где на определенную тему касательно именно траектории развития карьерного роста, там уже секунд где-то на 30, на 60 ты уже должен вложить свой спич, рассказать, чем и как ты будешь развиваться в своей стране и малой родине. Ну, очень интересно. Получается, что комплексно, если проанализировать все эти этапы, то мы получаем таких лидеров молодежи, которые, правда, имеют нацел на будущее. Я знаю, что вы в разных секциях участвовали. Расскажите, какая была программа и чем отличаются ваши секции? Ну, вообще программа на самом деле была очень обширная. Более 850 мероприятий, и они шли параллельно. Как сказал Сергей Кириенко на отчете уже, когда представляли, уже завершали фестиваль, он говорит, что участникам требовалось бы более 70 дней для того, чтобы посетить всю вообще программу. Она была культурная, образовательная, спортивная, научная, событийная, гастро. То есть разброс был абсолютно большой. Да, и мне хотелось бы отметить то, что это действительно было многообразие практически на каждом часу.
То есть ты шел по этому городу молодежи и понимал, что здесь идет мастер-класс Ольги Бузовой, в соседнем здании вещает Сергей Безруков, а если сейчас постараться, то можно успеть на лекцию Дмитрия Медведева. И так каждый час был насыщен огромным количеством мероприятий, топовых, действительно, спикеров, и это было сплошное удовольствие. Но самое главное, что можно выбрать что-то для себя, то есть каждый мог найти именно то направление, в котором хочет развиваться. Дмитрий, вы посетили дебаты, как это было, что в этом было интересного? Но дебаты вообще такая интересная платформа, да, то есть и игровая есть, и детская. Как это проходило у вас? Да, я действительно участвовал в треке «Наука и образование», и для меня принять участие в этих дебатах было самой главной целью. Потому что, как это говорит сегодня молодежь, есть такое понятие, как краш, главный кумир, и, конечно же, у меня есть свои. В этих дебатах принимали участие математик Максим Поташов, известный по игре «Что, где, когда», ведущие телепередачи «Умники и умницы» Юрий Вяземский и профессор Татьяна Черниговская. Они Сразу спорили. Вопрос, кто из них был вашим кумиром? А я думаю, что все сразу. И знаете, они дебатировали об искусственном интеллекте, о его возможностях и, конечно же, о больших угрозах, которые несет искусственный интеллект. Я хотел бы, пользуясь случаем, конечно, рассказать, что прямо сейчас, под началом Малой Академии наук в республике, мы проводим отбор участников уже второй телевизионной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы Республики Саха-Якутия». Между прочим, в сотрудничестве с НВК «Саха». Это уже вторая игра. И поэтому встреча с Юрием Вяземским для меня была особенно дорога. Ну, очень интересно. Конечно, мы бы хотели подробнее расспросить, как прошли дебаты, но, видимо, мы уже не успеем. А как вы считаете, вот для вас и для каждого участника, что было самым главным по итогу? То есть посетить, понятно, что само событие уже потрясающее, то есть это событие, наверное, всей жизни, может быть, для кого-то, да, и для выстраивания будущего. Но что вы вынесли? Ну, конечно же, это знакомство с культурами. То есть посетить фестиваль — это как оказаться в нескольких странах одновременно, потому что через людей ты узнаешь их культуру, их язык, их какие-то обычаи. Конечно же, это единение. Это ощущение полицентричности мира, которое сейчас таки актуально на сменяемый однополярный мир. И, конечно же, это новые возможности для интеграции, для возможности создания проектов, межрегиональных, даже международных проектов, что особенно очень ценно в молодежной политике. Очень интересно. Я думаю, что самые главные смыслы, самые главные ценности, они для участников прежде всего, для тех, кто следил за этим фестивалем, потому что наши соотечественники, наша молодежь поняла, что Россия — это действительно страна возможностей, где можно развиваться, реализовываться, а иностранные гости, конечно же, поняли для себя, что Россия — это страна открытая, гостеприимная и очень дружелюбная. Спасибо за подробный рассказ. Ну и, наверное, мы все хотим призвать, чтобы вы дальше участвовали активно. Ну, уважаемые телезрители, уважаемая молодежь, хотелось бы сакцентировать ваше внимание на том, что для молодежи сейчас открыты двери во многие вообще сферы. Ваша инициатива, ваша активная гражданская позиция способна привести вас к новым высотам. Я призываю всю молодежь пользоваться теми благами, теми возможностями, которые открывает наша страна, Россия, и никогда не упускать удачу, всегда держать ее за хвост. Приходите в гости чаще и новых достижений. Ну а мы, дорогие друзья, предлагаем вам сейчас начать активно что-то делать, например, проявить активную жизненную позицию хотя бы в отдыхе, и расскажем о том, как научиться кататься на коньках. Катки давно открылись. В столице под них почти на каждом озере расчищены площадки. И уж сколько на них лихачей. И тех, кто толком стоять на коньках не умеет, тоже не сосчитать. На катке необходимо придерживаться техники безопасности. Как зашнуровать коньки, соответствующе одеться и правильно падать. Об этом расскажет Катя Занина. Она не просто фигуристка, а кандидат в мастера спорта. Надели мы коньки, да? Да. Как правильно шнуровать? Первое, что нужно сделать, полностью расшнуровать шнуровку, вытянуть язычок, так называемый. Так. Удобно уместить стопу в коньке и уместить под конек этот язычок обратно. Далее завязываем шнурки. Туго, слабо. Эту часть нужно прям туго затягивать, максимально как хватит сил. То есть там, где носочек, да? Да. Так, то есть нужна только сила. Да.
Слишком сильно шнурки лучше не затягивать. Велика вероятность, что ноги быстро замерзнут. А холод и обморожение – опасность номер 1 на катке. Как придерживаться техники безопасности на льду? На массовых катаниях, где много людей, поток, все обязательно должны ехать против часовой стрелки в одну сторону. Как-то из потока выезжать не советуется, потому что могут сбить. Все катаются на разном уровне. Кто-то только вышел на лед, кто-то уже профессионально катается. Вот. Если вы первый раз на льду, советую воспользоваться бортиком, Вот не они спеша. по кругу, да? Да, По кругу. не спеша начинать кататься, шагать и постепенно от него отдаляться и уже в свободное плавание, как говорится. Если падения или столкновения избежать не удалось, необходимо научиться правильно падать. Этому, чтобы избежать травм и неудачных падений, учат даже начинающих фигуристок. Что бы ни произошло, нужно обязательно либо на правый бок, либо на левый. Словно вы плывете по льду, то есть на бок упасть, вытянуть левую или правую руку. То есть вот так вот, да? Да, и скользить по льду. скользить по льду. Обязательно, по-моему, головной убор. Ну, смотря какой Чтобы, возраст. опять-таки, если упасть, то Да. менее болезненно. Ну, в основном наши маленькие фигуристы, они носят повязки, которые закрывают уши, чтобы их не заморозить. Да, потому что детишки могут активно не тренироваться первое время, могут замерзать на льду. А перед тем, как вывести себя и ребенка на лед, спортсмены рекомендуют, как и перед любой тренировкой, немного размяться. Самый простой способ – немного поприседать. Это разогреет коленные суставы, и они будут как пружинки, что, кстати, поможет вам и удержать равновесие на льду. Середина конька, то есть вот эта часть, на ней мы вращаемся, делаем основные элементы, то есть желательно держать вес в середине стопы. Если на коньке нет зубцов, есть ребра, собственно, вот эта часть конька, внутренняя и наружная. Мы встаем, вытягиваем руки, либо на пояс и спокойно из третьей позиции делаем толчок. Толчок. Либо вытягиваем. И потихоньку едем. То есть можно держать прямо руки так, да? Да, так как-то равновесие. Еще бы никто не мешал. Главный совет новичкам – контролировать обстановку и держаться ближе к бортику. А еще под одежду можно надеть защиту для роликов. Она тонкая, и никто ее не увидит. Ну что? А теперь вперед в весенний сезон без травм и с хорошим настроением. С кандидатами в мастера спорта намного удобнее кататься. Катерина Винокурова, Семен Семенов, Якутск. Всем, кто к нам присоединился, еще раз доброго утра. Мы продолжаем дарить подарки. Итак, с 25 июня по 7 июля этого года в городе Якутске состоится масштабное событие. 8 международные спортивные игры «Дети Азии». Церемония по традиции будет проведена сегодня. Это зажжение огня у подножия Ленских столбов. В мероприятии примут участие глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Феоктистов, а также Анна Багали, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону. Ну, с Анной мы познакомимся поближе чуть попозже. Церемония зажжения огня – одна из самых важных частей проведения игр. Обряд проводится с соблюдением традиций народа Саха, тем самым отдавая дань уважения земле, где зародились игры «Дети Азии». Но вот такая чудесная у нас церемония. Это, правда, удивительное событие. Кто может поприсутствовать, обязательно это сделайте. Ну, а мы, конечно, продолжаем дарить подарки. В честь этого, в связи с этим, вы можете получить памятные подарки. Шопер символики «Дети Азии». Каждый день мы будем задавать вопросы, связанные с играми «Дети Азии». Сегодня он следующий. Внимание на экраны. Сколько видов спорта вошли в программу 8-х международных спортивных игр «Дети Азии»? То есть будьте внимательны, а ответы ждем в телеграм-канале. Итак, сколько видов спорта вошли в программу 8-х международных спортивных игр «Дети Азии»? В телеграм-канале вы уже нашего «Утро Якутии» уже увидели его. Пожалуйста, подписывайтесь, отвечайте. Кто будет первым, обязательно получит памятный подарок.
Дорогие друзья, ну а прямо сейчас, как и обещали, у нас в гостях двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Багали. Анна, доброе утро. Доброе утро. Рада приветствовать вас у нас в гостях. Ну, олимпийская чемпионка, прям даже волнительно мне. Я думаю, нашим телезрителям тоже очень интересно. Кто не знает, у вас такая очень тесная история сотрудничества с Якутией. Я так поняла, с 2004 года. Ну да, мы первый раз приехали на первый снег, получается, перед сезоном. Вот, и попробовали это была осень 2004 года. Сейчас как часто вы посещаете Якутию? Что связывает нас с вами? Меня связывает, конечно, проект международных игр «Дети Азии». И для меня это, знаете, такое, действительно, олимпиада, только детская, и очень близко мне по духу. Вот, я с 2018 года являюсь послом игр. Это очень почетная миссия, и для меня... Ну, действительно, комитет «Дети Азии», знаете, как большая семья, в которой я являюсь членом, и я очень этому рада. Ну, биатлон достаточно серьезное направление. Вот вы уже спустя столько лет можете оценить наших спортсменов, как проходят тренировки, насколько вот вообще виды спорта зависят от климатических условий и особенностей региона. Ну, у вас очень сильные подрастающие поколения, ребята растут, и в этом году тоже себя проявили. Ну, Регина Петрова, наверное, фамилия такая очень известная не только на территории нашей страны, да, но и в Якутии. Также есть молодежь, которую тоже нужно и поддерживать, и растить, правильно. Мне нравится центр, который в Алдане построили несколько лет назад, и мы в прошлом году там проводили соревнования. Уникальное место с точки зрения снега, раннего снега, такого климата более мягкого для Якутии. И, конечно, сейчас, когда здесь в Якутске 28, вчера было утром, сегодня чуть-чуть теплее, вот, там было -5 всего. То есть это такая площадка, которая позволяет более удобной для подготовки и для спортсменов, лыжников, биатлонистов, конечно, безусловно. В общем, в нашем регионе это возможно, и нужно заниматься и стремиться, и обязательно достигать успеха. Наверное, все задают один и тот же вопрос. Что нужно сделать, чтобы стать олимпийским чемпионом? Какие качествами обладать, какой целеустремленностью, не знаю, может быть, правильным настроем? Ну, все, наверное, в общем, вот в этом вокруг целеустремленности крутится, да, потому что за целеустремленностью идет и упорство в работе, и цели, которые ты ставишь себе, самые высокие. Ну, конечно, рядом должен быть наставник, который тоже вместе с тобой идет в унисон, и ты его должен слышать и выполнять наставления. Ну, не просто так, я такой талантливый, да, или талантливая. Вот, это очень важно, чтобы тренеры, они тоже были в ногу со временем, знали, обладали определенными компетенциями. Ну и, конечно, удача. Тут без удачи очень часто, знаете, мелочей каких-то не хватает, и что-то происходит не так. Но я могу сказать точно, что вот ребятам я всегда советую, что быть трудолюбивым, работать, потому что когда ты очень много трудишься, ты все равно приходишь к результату. То есть работа воздается. Ну, то есть талант — это одно, да. А упорство может, в общем-то, добиться больше. Да. Мы знаем, что по биатлону проходит Кубок Анны Багали. Что это за событие, насколько можно в нем поучаствовать спортсменам? Можно подробнее? Да, ну мы 12-й год соревнуем ребят, и из простых, знаете, соревнований, которые были таким прототипом моих детских соревнований, они сейчас переросли в большой проект. В принципе, мы с оргкомитетом игр и познакомились на них в 2018 году, когда были на Сахалине. Они в преддверии игр были там с такой некой ревизией, да, рабочей, поездкой. Вот, и соревнования проходит в разных уголках нашей страны. Недавно, вот буквально 2 сезона назад, их было 6. В этом году чуть-чуть мы сократили, но в прошлом году, в апреле месяце, как раз-таки здесь, в Алдане, мы проводили. И это действительно таким большим детским событием было, как Кубок мира, только в миниатюре и для ребятишек. От самых юных, там, 10-летних ребят, да. В прошлом году мы до 18 лет ребят соревновали. В этом году календарь у 17-18-летних ребят очень плотный, мы поэтому остановились до возраста 16 лет. Но, в принципе, до юниорского возраста всегда ребята с нами бегали, работали, учились. Вот. И сейчас уже очень много спортсменов на разных уровнях побеждают, нас радуют, безусловно, как бы передают такой вот привет более юному поколению для того, чтобы они
тоже росли правильно. Ну, получается, вы уже можете сказать, что вашими учениками благодаря играм, благодаря кубкам, благодаря подготовке стали такие маститые спортсмены, я так думаю. Мы еще растем, то есть это такой, знаете, процесс, когда все меняется, и любой проект, он всегда происходит, если ты сам стремишься к развитию, то и он тоже меняется. В ногу со временем, да, в ногу с требованием ребят, которые тоже меняются. И каждый раз, когда я провожу встречи с ними, я тоже чем-то напитываюсь новым, и мне хочется, чтобы вот тоже было каждая из, скажем так, вещей, да, каждая из встреч, из дистанций, из дисциплин, которые мы проводим, была им актуальна, интересна и давала, самое главное, это рост. Насколько вы полагаете, важна вот эта церемония зажжения огня, насколько она настраивает спортсменов, зрителей на события? Ну, это такое, вы знаете, начало уже самой основной, наверное, части. Вот. И я когда первый раз вот это увидела, это действительно, знаете, наверное, сродни Олимпийским играм. И очень здорово, что вот эти традиции народов Саха, они здесь воплощены, ну, в самом таком прекрасном виде, когда зажжение огня в преддверии игр, которые родились в Якутии, вот это дорогого стоит, и я уверена, что не только у проекта, да, но и в целом у ребят, которые будут участвовать на соревнованиях, большое спортивное будущее. Спасибо вам большое за такие теплые слова. Ну и приоткрывая завесу тайны, какие виды вашего направления мы увидим на играх? Да, мы как раз вчера проходили, что называется, ногами с оргкомитетом площадки, которые, возможно, потенциально могли бы быть как раз под летний биатлон. И завтра еще у нас будут ряд встреч. Уже, можно сказать, финализируем наш оргкомитет для того, чтобы в рамках игр был биатлон. Сейчас это будет не вид программы, вернее, да, будет показательные соревнования, но будут действительно соревнования. И также мы постараемся максимально дать всем желающим попробовать себя в биатлоне, пострелять. Вот для кого-то это будут тоже такие, знаете, как бы дружеские соревнования, я имею в виду из любителей. Вот, то есть максимально постараемся для жителей Якутии сделать тоже праздник биатлона на якутской земле. Спасибо большое. Но мы с нетерпением ждем этого события. Желаем вам дальнейших успехов. Ну и, конечно, вашим ученикам, в какой форме не было, пусть участники кубков, участники олимпийских, возможно, игр, участники Дети Азии, все было успешно. Да, спасибо большое. До новых встреч. Дорогие друзья, ну а для того, чтобы начать утро бодрее, если, конечно, вы не стремитесь к олимпийским пока высотам или только делаете первые шаги, нужно начинать его с зарядки. Мы вас в этом обязательно поддержим. Всем доброе утро! Сегодня мы поработаем с вами на все тело, чтобы проработать каждую нашу мышцу. Итак, первое упражнение – это у нас полуприсед сумо. И делаем удары вперед. Расставили ножки шире плеч, слегка согнули ножки, садимся мы не до конца. Ручки держим перед собой и начинаем делать удары вперед. На выдохе держим статику и удар, 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 удар. Молодцы. Спокойненько дышим, пресс держим сильным. Мышцы не расслабляем. Ножка у нас также напрягается. Стоим на пяточках. Молодцы, еще немножко. Отлично. И следующее упражнение у нас выпад с шагом назад и подъем ручек над головой. Сделали выпад. Передняя ножка у нас опорная. Корпус слегка наклоняем вперед. Пресс держим сильным. Мышцы не расслабляем. На выдохе поднимаем ручки наверх. Выдох. И меняем ножки каждый раз. Молодцы. Еще немножко. Хорошо. Снова становимся ножки шире плеч. Опускаемся в полуприсед. И в этом положении мы должны качаться и при этом двигать руками. Ручки держим прямые перед собой. Делаем полуприсед. Ручки меняем. Отпускаем то одну ручку, то другую. На выдохе поднимаемся. Таз отводим назад. Колени вовнутрь не заворачиваем. Следующее упражнение у нас приседание пружинки с киком, ударом в сторону. Разворачиваем корпус и как бы словно делаем удар. Ножки слегка выпрямляем, но не до конца. Полуприсели и поднялись. Корпус слегка наклоняем вперед. Пресс держим сильным.
Молодцы. Хорошо. И следующее упражнение у нас заключительное. Это у нас выпрыгивание. Ножки ставим чуть-чуть шире плеч, носочек смотрит вперед, либо слегка развернуты в сторону. Ручки держим перед собой, толкаем таз назад. На выдохе делаем прыжок и плавненько, аккуратненько садимся. 20 повторений. Раз, два, три, 4, 5. Таз толкаем назад. 7, 8, 9, 10. У кого больные коленки, либо слишком большой вес, можете просто делать быстрые приседания. Еще 5 раз. Раз, два, 3, 4, 5. Отлично. Желаю всем продуктивного дня. Сегодня век развитых технологий, любую информацию можно найти одним кликом в интернете. Представьте, как сложно, наверное, было тем, кто занимался наукой, исследованиями лет так 100 назад. Ну, то есть, где это все взять? Но и тогда, оказывается, были люди, которые систематизировали то, что было написано различными исследователями. И вот в очередном выпуске «Книжная полка» речь пойдет об одном таком историческом очерке, который, помимо своей библиографической ценности, может стать весьма интересным чтивом. Сегодня я хочу вас познакомить с книжным памятником «Якутский край» и его исследователи. Это краткий исторический очерк, охвативший историю освоения далеких северных земель с 1632 по 1913 годы. Книга была издана Якутским отделом Общества по изучению Сибири и улучшению ее быта и напечатана в типографии газеты «Якутская окраина» в 1913 году. Составитель очерка – социал-демократ Владимир Иванович Николаев, который отбывал ссылку в Якутскую область в течение нескольких лет. Очерк составлен в виде хронологического указателя, обозревающего 300-летнюю историю экспедиции в Якутскую область, начиная с самой первой экспедиции землепроходца Петра Ивановича Бекетова на реку Лену и заканчивая запланированным на начало лета 1913 года немецкой арктической экспедицией. В каждой экспедиции он составил краткие справки, где он дает сведения об участниках экспедиции, их маршрутах, а также результатах их исследований. Кроме крупных научно организованных экспедиций, в книгу вошли также исследователи-одиночки, которым Якутская область обязана многим. Среди них это Вацлав Серошевский, который в продолжении 11 лет изучил жизнь в Якутской области, результатом чего стал его солидный труд «Якуты». Иван Худяков, который собрал большой этнографический материал об якутах. Можно упомянуть имя Дмитрия Павлинова, который посвятил несколько статей Якутской области, а также его достаточно известный труд «Брачное право у якутов». Очерк получил достаточно хорошую оценку этнографа Владимира Владимировича Богданова, написавшего в своей рецензии о том, что даже для хорошо знакомого с исследованиями Якутской области человека, исследователя, очерк гражданина Николаева послужит хорошим подспорьем в виде справочника. А для лиц же, только приступающих к ознакомлению с природой, населением этой окраины, книга прослужит хорошим, полезным, старательно выполненным указателем. Каждый наш дорогой читатель эту книгу может найти в фондах Национальной библиотеки, а также книга представлена в книжном реестре Национальной электронной библиотеки. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро.
Самую высокую заработную плату в Якутии получают работники добывающей отрасли. Уровень их дохода вошел в пятерку рейтинга российских регионов по зарплатам в отраслях. Список возглавили московские финансисты. В среднем они зарабатывают около 250 тысяч рублей в месяц. За ними с отставанием в 20-30 тысяч идут специалисты, занятые в нефти и газодобыче из Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. 4-е место заняла Мурманская область с отраслью рыболовства. 5-е – добывающая отрасль Якутии со средней зарплатой в 176 тысяч рублей в месяц. В платежках за ЖКХ могут появиться строчки о том, сколько денег было собрано с жильцов на текущий ремонт, а также о сумме задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Выделить плату за текущий ремонт в отдельный вид платежа предложили депутаты. Это позволит собственникам жилья контролировать его планирование и выполнение, сообщил соавтор документа, председатель комитета Палаты по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов. Инициатива направлена на то, чтобы четко разделить эти работы и направляемые на них средства. Так будет всем жильцам понятно, сколько денег они ежемесячно направляют на работы и на что в целом могут рассчитывать. По техническим причинам МФЦ «Мои документы» в Якутске приостановил прием заявлений на оформление заграничных паспортов нового образца. Отмечу, что подать заявление на загранпаспорт старого образца можно во всех офисах. Ранее официальная страница учреждения сообщала, что с 16 марта приостанавливается работа портала и сервисов виртуального консультанта Центра «Мои документы». С 18 марта по техническим причинам предварительная запись и информация по услугам доступны через колл-центр, личные сообщения во ВКонтакте, а также в очном формате в офисах центра. В Якутии в этом году единый государственный экзамен собираются сдать 7630 обучающихся, из них 176 выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Всего по Якутии подготовят 226 пунктов проведения экзаменов. Самым популярным среди выборных учебных предметов остается обществознание. На 2-м месте идет математика профильного уровня, 3-е место по популярности заняла информатика. Досрочный период ЕГЭ пройдет с 22 марта по 22 апреля. Основной с 23 мая по 1 июля и дополнительный с 4 по 23 сентября. 19 марта в преддверии Международного дня театра для детей и молодежи, а также в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне Государственный театр юного зрителя откроет двери, чтобы представить увлекательное театральное произведение, основанное на произведении Александра Фадеева «Молодая гвардия». Спектакль стал возможным благодаря колоссальным усилиям режиссерского и актерского составов. Они работали над созданием атмосферы времени и передачей героического духа тех, кто стоял на защите Родины. Все детали от костюмов до музыкального оформления были тщательно продуманы, чтобы зрители могли глубже вжиться в события, рассказанные на сцене. Глубокое произведение, где речь не только о войне как таковой, а о судьбах людей, о том, кто есть человек, даже во время войны, что есть все равно любовь, что есть страдания, что есть какие-то светлые чувства в людях, особенно во мне есть. Как-то очень сильно углубился в Олега. По мне, это прекрасный человек, он сделал очень много для своей страны, если бы прожил больше. Он был очень чувственным, чутким человеком, но в то же время очень сильным. На большей части Якутии синоптики прогнозируют резкое потепление. Причиной тому станут циклоны из Красноярского края, выходящие на территорию республики. Первыми под влияние циклонов из Красноярского края попадают западные районы. В Мирнинском и Алекминском районах прогнозируется повышение температуры до -1 плюс 3 градусов, умеренный снег и метели. 19-20 марта дневная температура воздуха в центральных районах будет в пределах -6, -11 градусов, а далее будет подниматься. В четверг и пятницу, возможно, будет плюсовая температура. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами. Всем еще раз доброго утра и хорошего настроения. У меня вот такой замечательный шопер, посвященный играм «Дети Азии». Но, к сожалению, мы так и не получили правильный ответ. Что вы имеете в виду, почему правильный? Потому что он должен быть подробный. Итак, вопрос на экран.
Дорогие друзья, сколько видов спорта вошли в программу 8-х международных спортивных игр «Дети Азии»? Мне нужен не общий ответ, а подробный. Сколько обязательных, дополнительных и демонстрационных? Поэтому счастливого обладателя шопера мы пока не знаем, но это значит, что у вас есть шанс им стать. Что нужно сделать? В телеграм-канале продублирован данный вопрос. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, давайте правильный, подробный ответ, и кто будет первым, станет счастливым обладателем шопера. А об этом я вам расскажу прямо завтра утром. Ну а сейчас мы хотим поделиться еще одной замечательной новостью. 7 марта 2024 года в Национальном художественном музее Республики Саха-Якутия началась работа для всех посетителей новая выставка «Дух предков». И сегодня у нас в гостях удивительные красавицы. Итак, Наталья Васильевна Николаева, художник-живописец, заместитель председателя Союза художников Якутии, и Мария Егоровна Шестакова, методист отдела социокультурных взаимодействий Национального художественного музея Республики Саха-Якутия. Доброе утро! Доброе утро. Ну, в костюмах, с украшениями потрясающе выглядите. А теперь расскажите, вот как родилась идея такой выставки? То есть она же необычная, даже по названию. Да, выставка очень необычная. Она вообще о том, что наше профессиональное искусство, оно является очень ярким и самобытным явлением в современной культуре России. Художники Якутии, вобрав лучшие традиции академической школы, они создали свою эстетическую платформу, которая питается из двух могучих источников. Это мирового художественного наследия и национальных традиций. И именно чтобы это показать, силу и высочайший уровень профессионального искусства Якутии, Национальный художественный музей в коллаборации с Союзом художников Якутии создали данный выставочный проект. Выставка, она очень разнообразная. Все работы, представленные на выставке, они друг на друга не похожи. Представлены все виды изобразительного искусства. И в каждой работе авторы, они художественными изобразительными средствами трактуют философию своего народа, при этом выражая свою индивидуальность. Так очень сложно звучит, да. Но я думаю, что мы увидим такое что-то самобытное, профессиональное и отражающее именно вот якутскую культуру, да, в целом. Да. Какие работы представлены, что это за удивительные художники, как вы их, не отбирали, наверное, а кого вы захотели более продемонстрировать, потому что самобытность более ярко выражена, может быть, редко выставляются. Значит, с художественным музеем у нас уже давняя такая коллаборация. В прошлом году была выставка «Живая Арктика», и в этом году снова эта традиция продолжилась уже. Значит, кураторами выставки выступили Влада Тимофеева, директор художественного музея, и ведущий искусствовед Юлия Владимировна. То есть вот они формировали концепцию выставки, и работы, которые представили члены Союза художников, они представляли прежде всего как бы их философию, мифологию народов севера, России, там какие-то такие очень вещи, которые думают, каждый художник про себя, наверное, решает для себя как сам он определяет то, что он хочет показать на этой выставке. Вы заинтриговали, просто я так представила из содержания, что, наверное, что-то удивительное можно увидеть. И даже начиная с афиши, я думаю, что неоднозначно так все оценивают, потому что задаются вопросом, что это? Это скульптура. Данная работа называется «Дух старины». Это работа Эдуарда Пахомова на собрании Национального художественного музея. И данный экспонат, он не случайно выбран одним из ключевых на выставке, поскольку это существо антропоморфное. То есть оно на грани мифологического и реального, оно не имеет ни женского, ни мужского пола, и по древним якутским традициям оно воплощает триединство душ. То есть это Боркут, земляную душу, Салгынкут, воздушную душу, и Иекут, мы на экране сейчас видим, душу мать. Да, афишу. Да. И колокольчик, оно как символ оберега выступает. Удивительно, да, я думаю, что все заинтригованы. То есть мы увидим не только, получается, художественные работы, да, картины, мы видим еще и скульптуры. Да, выставка, она представляет все виды изобразительного искусства. Можно увидеть работы живописцев Андрея Чикачева, Иннокентия Корякина, Марианны Лукиной, Михаила Старостина,
графиков Николая Курилова, Азалии Саргоевой. Такой очень скульпторов, да, серьезный список даже по именам. Да, серьезный список скульпторов Николая Чичасова, Семена Прокопьева, Николая Ганюрова. Также есть работы представителей современного искусства, это Надежда Комиссарова, Йен Сюркина, Иванова, и также многие другие еще работы представлены. Я то представляю, если на память такие фамилии, список, видимо, очень масштабный. Скажите, а какие работы появлялись редко? То есть, может быть, что-то удивительное из каких-то личных коллекций представили художники, что-то, что давно не видела широкая масса, то есть, что можно посмотреть вот только во время выставки? Ну, дело в том, что, значит, это работы вот сегодняшнего дня, да, художники представили, но также художественный музей представил из своей коллекции некоторые работы. Там была представлена работа Лилии Поповой, которая сейчас живет в Америке. Но сами работы по себе, они, конечно, очень интересные и представляют такую вот структуру мира, так скажем. Вот то, что представляет и художник, и мифология, которая связана с народами, живущими в Якутии. То есть, получается, это видение художников о том, как устроен мир с точки зрения мифологии, национальной интерпретации устройства. Ну, я так поняла, что если это новые работы, то их вообще еще никто не видел. Некоторые. Да, некоторые работы вообще представлены впервые на этой выставке. И очень интересна, например, работа Галины Акаемовой. Прежде чем вот художник что-то начинает, да, он проводит такую исследовательскую работу. Он читает книги, как-то наполняется вот этим, тем, что вот он себе представляет в воображении, да, и потом это переносит все на холст. Спасибо большое за такой подробный рассказ. Я думаю, вы заинтриговали абсолютно всех, начиная с великолепных костюмов, потому что это уже удивительно, и заканчивая тем, что, правда, можно эксклюзивные работы увидеть. И я думаю, что многие загорелись интересом посетить выставку. До новых встреч! Ну, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, желаю всем отличного дня. Обязательно посетите выставку, это правда удивительно. Ну и, конечно, оставайтесь вместе с нами.